Вот, но прежде чем начать наш вечер, хочу всех поздравить с наступлением месяца, священного месяца для всех мусульман Рамадана. Рамадан и Мубарак болсын. Вот эту встречу мы, значит, обещали будем проводить на русском языке, потому что среди не только здесь одни татары присутствуют, но и русские, наши друзья, да, которым тоже интересна наша отечественная история. Вот, поэтому не обижайтесь некоторые друзья, которые хотят на родном языке все это услышать. Ну, с чего бы хотелось начать? Ну вот Россия уже многие годы ищет свою национальную идею, никак не может найти. Вот. На чем она должна опираться прежде всего? Ну, очевидно, что она должна опираться на прочные свои исторические корни. К сожалению, эти корни многие годы они подсекались, частично высохли эти корни. Большевики пришли к власти, значит, они сказали, что мы, значит, все разрушим до основания, потом, значит, построим новое государство, новые отношения построим. Все изъяли из истории, да, все, что им не нравилось, и вообще все перечеркнули. Вот. Сейчас наступили новые времена, сейчас идет возврат к старым традициям. В России, ну, оглядываются на совсем недалекое царское будущее пока что. Но это все явление-то временное, но сразу же, вы сами понимаете, взрослые люди все сразу не могут в один момент переключиться в нужную сторону. Но благодаря вот последним переменам появилась возможность как-то глубже взглянуть в нашу историю и глубже понять ее, почему у нас с Россией происходит вот такая неразбериха, такая вот темень. И историки, чем глубже начинают раскапывать это, то тем больше на свет появляется разных мифов, придуманных историй, спрятанных страниц истории появляется. А кому нужно прятать историю? Это тем, которые пришли здесь что-то урвать, уворовать, себе утащить что-то, да? Очень удобно, значит, ссылаясь на какого-то неведомого врага, тащить и разворовывать все подряд. Ну, оно и вот и сейчас где-то продолжается еще, да? Но, надеюсь, значит, эти времена когда-нибудь пройдут, и наша страна зацветет и заживет новой, счастливой жизнью. И сегодня вот я рад представить вашему вниманию нашего известного писателя Галии Никея, да, который в продолжении 10 лет уже занимается над раскрытием той темы, которая была ото всех спрятана. И решениями ЦК КПСС, а потом еще и царскими, значит, историками, и вообще различными, значит, вот. Она давно была спрятана, это запрятанная история татар. Но Галия Никеев, он, конечно, открывает вот эти пласты вслед за своими великими, значит, предшественниками. Это Гумилев, это Мурат Аджи, ныне здравствующий, да, которые вот начали приоткрывать завесу таинственности над историей России. И постепенно эти идеи начинают находить себе место в нашей России. Конечно, татарский народ, это ведь, знаете, не так он сразу родился, как татарский народ. Это суперэтнос, который объединил в себе множество других народов. И это на этой всей территории происходило, это как в котле, значит, все время перемешивались народы, значит, они в разные стороны расходились, эти народы собирались, разъединялись. Здесь создавалось множество государств на этой территории, правильно? Были же вот великие государства, гуннов государства, Кимакский каганат, Булгария. Названия народов были разные, но что их объединяло, этих народов? Общий язык, тюркский язык, который вот был на всей этой территории. И в конце концов все эти народы получили название татар. Причем это название достаточно узаконенное, и оно даже на европейских картах, вот как Галия Эфенди показывает, до 19 века существовало это слово «татар», и этим обзывалось все это гигантское пространство. Но самое главное вот в трудах Галии Эфенди, это вот то, что он продолжает, точнее, развенчивать иго о монголо-татарском иге. Ведь не было никакого ига, во-первых, а во-вторых, не было и монголов тоже при этом, понимаете? Вот. Был единый народ.
единый народ с общей культурой, говорящий, да, в принципе, на общем языке, был язык межнационального общения. Но вот во всем этом Гали Эфенди расскажет. И вот за годы своего труда он написал, ну, такие 4, наверное, основные книги. Значит, начал с того, что Чингисхан и татары, миф и реальность. Вот своя первая у него работа вышла. После этого, значит, вот вышла книга «Корона Ордынской империи». Потом по следам черной легенды была книга. «Великая Орда. Друзья, враги и наследники». Наконец, вот вышла книга «Наследие татар», вот, о которых, наверное, Гали Эфенди немножко подробнее нам расскажет. И надеюсь, что он расскажет о своей биографии, о том, как он такой вот творческий свой путь проделал за эти 10 лет. Все-таки прошло немало времени, да, много, наверное, крови пришлось пролить, да, в битвах, значит, с разным историком. Все это будет очень интересно. А сейчас я хочу представить слово представителю нашей автономии, вот, Дамиру Сержидинову, который тоже хочет поприветствовать. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух. Исамис Катыргудуслар. Здравствуйте, дорогие гости нашего татарского культурного центра. Сегодня у нас долгожданная встреча, наверное, вторая в нашем татарском культурном центре с известным писателем Гали Рашидовичем Еникеем. И мы хотели бы, вот я от имени Татарского культурного центра, от имени региональной татарской национальной культурной автономии хотели бы поприветствовать нашего уважаемого писателя. И я хотел бы несколько слов добавить. Мы давно знакомы, вот как Гали Эфенди сказал, больше 10 лет знакомы с трудами Еникея. И я хотел бы вот присоединиться к словам сборника, который мы издали по случаю материала нашего одного известного общественного деятеля, которого уже нет с нами, Равката Абдурахмановича Галимова. Он очень приветствовал в свое время эти труды. И я хотел бы зачитать некоторые цитаты, которые мы совместно, вместе, наверное, мы это делали. Ваша книга написана на высочайшем интеллектуальном уровне. Это гимн татарскому народу, Гали Рашидович. Вами проделан колоссальный труд, который под силу целому научно-исследовательскому институту. Этот труд искренен от всего сердца, ясный по логическим построениям, подкрепляем историческими данными неравнодушных исследователей. Нам, непрофессионалам, разумеется, сложно давать оценку труду, который можно понять в первую очередь сердцем, если оно есть и бьется в груди, осознавая свою причастность к родному народу. И вот некоторые цитаты, последние. Вся Академия наук Татарстана, которая издала многотомную историю татар, все ее академики, доктора наук, до наивности в плену целенаправленных, злонамеренных искажений происхождения и истории вообще татарского народа. То есть вот мы как бы считаем, что труды Гали Рашидовича именно раскрывают подлинную историю татарского народа. Всячески приветствовать вас, уважаемый Гали Рашидович, в наших стенах. Спасибо вам. Рахмет. Ну вот у нас тоже еще один руководитель автономии есть, вот Фарид Фарисов, Фарид Эфенди. Кстати, кандидат исторических наук. Наверное, несколько слов. Они исторические, но очень много занимается историей. Написал книги по истории, фильмы выпускает. Про фильм особо надо сказать. Шикарный фильм, шикарный. Все мы смотрели ваш фильм. Рафмазур, я вот передал вторую серию, но сегодня у нас чуть другой разговор. Я отдал фильм, скоро будет презентация, я вам его покажу. Но мы все заняты одним, в общем-то, делом. И я хочу сказать, что предыдущие ваши работы, они оставили след именно в тех работах, которые, в общем-то, я не буду говорить от автономии лица, потому что у нас выступал Османович, уважаемый,
Поэтому, я думаю, повторяться не буду. Поздравления от культурно-национальной автономии вы уже приняли. Мы очень рады видеть вас в вашем культурном центре. Если вы позволите, я скажу, как уже, может быть, как автор не таких, конечно, фундаментальных трудов и как режиссер фильма. Я хочу сказать об этом, что именно на ваших работах, именно на таких работах, которые дополняют именно наше, в общем-то, видение, которое у нас есть. Лично у меня сформировалось, в общем-то, свое видение на татарскую нацию. Лично я считаю, что выше татар только небо, ярче только звезды, а лучше нас только рай. Кто меня этому научил? Этому научили мои предки. Поэтому, к сожалению, в нашем юном возрасте таких книг не выпускали, и они не выходили. И получалось, что мы, в общем-то, черпали источники очень мало в советское время. Но есть люди, которые, в общем-то, есть и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и в Астрахани, и по всей России, которые не останавливались и, в общем-то, писали. И я очень благодарен за то, что вы есть, и труд. Я сразу хочу сказать, что я весь не прочитал, я, к сожалению, коротко ознакомился и поделился, в общем-то, своим мнением с Дамиром Афанде. Перед входом мы обсуждали эту работу. В общем-то, она очень-то положительная. И большое спасибо за то, что вы есть. И большое спасибо, что вы все пришли. И к этому относится маленькая толика тех людей, которые бы должны были увидеть и услышать голос вашего произведения. Большое спасибо. Больше никто не хотел бы выступить? Есть желание? Ну, я хотел бы просто добавить, значит, наш великий писатель Мурат Таджи, вот мы проводили с ним встречу, он сказал, значит, у него лозунг такой выдвинул: «Единый народ, единой страны». Мы, татары, вот ничем не хотим себя возвышать над другими народами. Мы часть России, мы просто немало сделали для того, чтобы эта Россия состоялась как государство, да. Мы внесли свой труд в ее создание, в ее защиту и так далее, и вносим до сих пор, так? Вот, поэтому мы считаем, что у нас народ в России единый. Мы все кровно переплетены с русскими, и с другими национальностями в этой России. Вот. Но свою национальную культуру, конечно, мы хотим сохранить и дальше. И сейчас я хочу предоставить слово автору. Пожалуйста. Уважаемые соотечественники, сородичи, я очень рад встрече с вами. Очень рад встрече с вами и очень рад, что смогу лично вам довести с глазу на глаз, так сказать, свои мысли и коротко рассказать, как я решился на подобное, на выступление против научной, скажем так, клеветы на наш народ. Примером, жаль, вот проектор не работает, техническая неполадка небольшая, я привез иллюстрации, подготовили мы с Гаем, и придется визуально, то есть устно все объяснять. Примером можно привести научной точки зрения на историю татар, с которой я оспариваю которую, извините. Учебник обжаловали в суд, пробовали кахарманы некоторые, подвижники истинные, мужественные подвижники. Учебник для 6 класса, это уже многие и знают об этом, расхожено, многие, может, еще не знают. Преображенский, Рыбаков, ученые писали, оно одобрено Министерством образования и науки Российской Федерации, научно утвержденное. Это тираж 30 изданий выдержало, 12 изданий выдержало, выходные данные я тоже там писал, и где-то по 30 тысяч экземпляров. Это как бы яркий пример учебника. Там более ярко выпуклая эта антитатарская эта направленность нашей истории, тезисы. Там более выпукло
показаны были. И как пример использовать можно, и поэтому его обжаловали в судебном порядке подвижники из национального движения татарского, но безуспешно, поскольку бороться с подобной клеветой, с научно освещенной, скажем так, легитимизированной, то необходимо на том же поле идеологическом и, скажем так, легитимизировать научно уже новую точку зрения на историю татар. Там что интересно и какие примеры можно привести? Ну, там есть иллюстрация 13 века, датируется иллюстрация английская, приписывается англичанам, происхождение этой иллюстрации. Там на вертеле, на шампуре таком, татары жарят человека, ну и поедают там, конечности отгрызают и прочее. И надпись «Монголо-татарские захватчики. Представление западного мира». Ну, пояснение этому есть, если бы это даже английское, англичане рисовали, среди англичан было много католиков. Они в 13 веке как раз пытались захватить Британию, как раз повлиять. Матвей Парижский был такой большой публицист, антитатарский, именно антидвижение. Вот он там писал много, кое-что и правду вкраплял, и мы можем так собирать информацию о наших предках. Ну, вот эту историю я знал с детства, начал познавать, поэтому, но история, она противоречит тому, что я знал со слов своих предков. Вот как раз о роде Еникеева говорили, ну, это древний род, древнейший, он идет из племени Мангыт, но племена, они меняли названия. Мангыт тоже есть, Мангыт уже продолжением является, вот Кията. И так менялись, потом уже распались, народ увеличился и пофамильно уже остались. Многие фамилии, Давлетшины, Еникеевы, Акчурины, это многие другие мурзинские фамилии есть, бийские. Это я попозже объясню. Ну и в принципе, и вот то, что вот это несоответствие с юности меня, в общем, не давало покоя мне. Почему так? И уже возмужав, став уже, так сказать, зрелым, я это наблюдал в жизни. Многие вы тоже встречались с отношением. Именно последствие такое, это последствие идеологии государственной, то есть, которая веками насаждалась, вот эта наука, то есть наука уже обосновывала идеологию, подпитывала антитатарское, антиордынское. Почему так? И негативные явления, конечно, и в отношении татар тоже высказывались. Там поговорки возникали разные, образцы народного, в кавычках, творчества. Это все насаждалось сверху. И вот эта идеологическая вот эта работа, которая велась и ведется и ныне по инерции, и она, в общем, должна как-то встретить какое-то противодействие, я так полагал. Поэтому я собирал материал и обосновывал уже свои работы. И решил я их, уже мне люди, многие я уже при встречах, при разговорах, беседах с людьми это излагал, вот эту точку зрения, мне предлагали это все публиковать. Ну, как я решил публиковать, сначала думал я это все научно объяснить, был наивным, что можно пойти к ученым, объяснить, логически все это подтвердить, и они это увидят, поймут, и это пойдет, и в общем начинать с научного мира все это рушить. Но многие вы читали на исторические темы, знаете, что такое наука история, что это за система пирамидальная, как она построена на тезисах, которые уже даны, раз, и они как бы научную истину, допустим, пришли монголы, завоевали в 13 веке Русь, ну там и других наших, всю Россию, в общем, ну вот территории России. Многие народы, булгар завоевали, был такой народ булгар, их завоевали, кыпчаки был такой народ, их завоевали, это все наши земляки, соотечественники, потомки наших земляков. Впереди эти монголы, это считается, что по науке, если мы будем, это тезис такой, что это были предки халха-монголов.
и калмыков частично. Ну, вот монгольские народы называются сейчас они. Они главенствовали, гнали впереди татар и всякий сброд. Ну, и вот поэтому называли вот этих самых плохих из этих завоевателей, назвали татарами. Эти татары, оказывается, так и выжили, остались, вот они, мы сидим здесь, татары, большинство здесь, и я лично тоже из них, как бы получается, по науке так получается, если рассуждать тезисно. Ну, я уже работал, прекрасная была библиотека в Томском университете, и так я собирал потихоньку, находил, и решил я, мне говорят, давай публикуй или как-то, я пошел к ученым сначала. Они говорят, все правильно, вот так. В личной беседе они признают это, все правильно. Но ты, говорит, не сможешь это научно вот, ну, легитимизировать. Ты пиши кандидатскую, пожалуйста, у тебя голова, все, знания есть. Только в конве научной теории вот этой в рамках напишешь, а потом уже пиши, что хочешь. Ты будешь кандидатом, будешь доктором наук, а потом уже напишешь, у тебя будет авторитет. Ну, я подумал, думаю, посоветовался я с более такими мудрыми, со стариками. Ну, мне говорят, ну, вот тебе вопрос потом зададут люди. Прямо вот так. Встретят тебя и зададут. Ты же нормальный человек, да? Не сможешь просто, ну, это, как это, рассмеяться в лицо человеку. Вопрос зададут, да вы когда правду вы писали, когда вы докторскую защищали или кандидатскую? Или же когда сейчас, вот когда вы то, что хотите, пишете? Когда вы правду решили написать, история, наука. Ладно бы я там по другим защитился, допустим, ну, юрист, если я по юридически кандидатом юрнаук стану, то там тоже профилирующий предмет история. Опять же, я должен, допустим, право Золотой Орды, если я напишу, опять же, я должен написать, что сначала, что да, вот пришли монголы, построили государство Золотую Орду, там были такие-то порядки, то-то, то-то, и потом татары это развалили, передрались между собой, потом русские пришли, завоевали это все, ну и так далее. Ну, мне совет такой дал один очень умный человек, он говорит, ты пиши, что думаешь, обосновывай, как хочешь, как считаешь нужным, и начинай печатать. Как, ну, пробивай, уже, это уж твои дела. Народ рассудит сам. Прочитает, у нас в народе умнее тебя люди есть. Так, и опытнее, и мудрее. Они прочитают, они оценят твои работы и поймут, это уже будет хорошо. Земляки других национальностей тоже поймут. Все. Ну, я начал вот это публиковать тогда. Ну, первый раз, конечно, с публикацией было очень трудно на эту тему. Публикация долго проходила, статьи проходили вот в интернет, журналы некоторые, газеты. Филимонов печатал «Истоки» газета. Вот в 2005-2006 году серия вот главы книг он печатал. Он русский, а жена у него татарка. Вот он меня понял, говорит, все правильно, и будем печатать это. Вот так вот потихоньку выходило. Потом в 2007 году уже монография вот эта вышла «Чингисхан и татары. Миф и реальность». Но там я в основном опирался на труды и на работы Васильева, Василия Павловича. Это профессор Казанского университета, с Нижнего Новгорода он родом. Ну, я его происхождение так досконально не изучал. Его работы были переводы в основном китайских древних документов, вот, летописей, как бы летописи, там разные наблюдения китайских в основном. И основная работа там перевод Менхуна, записки о монголо-татарах, как раз. И его очень трудно найти, перевод Васильева. Это было в Томском университете. Я копию не снял тогда, когда уже, ну, выписки у меня были. А потом в Уфе, конечно, их не было. И в Московском университете нашли мне их. Нашли, копии сделали, ну, знакомые. Я тут по делу приезжал, москвичи знали, московские татары тоже там. И знакомые остались, они уже нашли, вышли на других, и через них там уже. И мне девчонка читает там, вот то-то, то-то. Я говорю, вот как раз это, да, там императоры татар, министры.
И вот ну, там есть этих записок Минхона другой перевод, в науке известный, более известный, он более раскрученный. Это Мункуева перевод. Но там уже с корректировкой, ну вот именно истории монголов, которые написали китайцы, как это Васильев выражался. Это, говорит, китайцы написали свою историю монголов, чтобы сокрыть истинное происхождение как государства Чингисхана, так и его самого. Поэтому, если кто-то помнит со стариков, со слов стариков из вот этих источников татарских, Чингисхан и татары, первая вышла монография, 1000 экземпляров всего было, а это за государственный счет издавали, был тираж 1000 экземпляров. Он разошелся, сейчас уже у меня, у детей по одной книге осталось. Мне писали, что в библиотеке есть, в Республиканской национальной библиотеке. Когда я Министерство культуры Татарстана писал, что книгу ищут многие люди, неплохо переиздать, мне ответили, что есть, могут обратиться туда и прочитать. А «Корона Ордынской империи» 3 издания выдержала. Это частное издательство «Алгоритм», вы знаете, московское. Там и татары, и русские работают, поэтому они издавали, потом я корректировал, дополнял, 3-е издание издавали в 2013 году, и вот столетие Гумилева было в 2012 году, тоже издавали. Но в «Короне Ордынской империи» я уже дополнял, как раз я опровергал, критиковал, или критиковал, я старался опровергнуть, но говорят, что получилось, пишут многие, что получилось. Когда споры, вот было ли иго, там советуют прочитать эту книгу. Я именно то, что сначала именно вот то, что место, роль татар, это то же самое, что в монографии Чингисхана и татары было. И еще опровергал вот это вот нашествие, завоевание кровавое, вот то, что Преображенский пишет. Кстати, там пишется, что именно татары, не монголы там, не монголы-татары, а именно татары напали на Русь, брали Рязань, там всех уничтожили, потом Владимир штурмовали, всех, чтобы сломить волю сопротивлявшихся, осажденных, там защитников города Владимира выгнали босых, там раздетых, разутых на снег, зимой в мороз, ну, перед стенами крепости там. Хотя, наоборот, должно быть, если такими вещами занимались осаждающиеся, то упорство обороняющихся только возрастает от этого. Так, а тут ученый решил, что так вот показать надо татар. Ну, и там еще и подытоживается это все тем, что характерно, об этом нельзя забывать и сегодня. То есть, понятно, да, отношения. Вот так строилось, теперь главному, так строилось отношение между русскими и татарами, между 2 самыми крупными нациями России, нашего Отечества. Именно на этой истории. Ну, люди вот читают историю эту, но тем не менее не поддаются. Люди в бытовом уровне видят, русские, кто такие татары. И я вот живу, сколько уже 50, ну сколько, 45 лет сознательной жизни пусть будет, я такого не встречал, чтобы вот мне говорили, ну именно под влиянием идеологии, что вы вот такие-то раздяки, и, ну очень редко так, но чтобы отношение такое основное было к татарскому народу, такого я не ощущал, но факты есть, что именно это влияет на отношения, конечно. На место наше, на бытие татар. Поэтому и основное мое было еще одна задача, скажем так, поставленная перед собой, именно вот это вражду вот эту нейтрализовать, которая насаждалась вот этой идеологией. Ну и происхождение этой идеологии я тоже объясняю в своих работах. Нужна была с приходом где-то в начале 17 года был последний ордынский царь, режим в Московии. Именно в Московии он был, его так и называли Татарин Годунов, Борис. Татарин, зять Малюты, сам злодей, ну, в душе палач, как писал Пушкин, тоже под влиянием этой идеологии. После этого
приходят к власти Романовы. Это не я придумал, это уже впереди, которые у меня работали, они уже знали это, писали, что Романовы именно прозападные. Это писал Ключевский еще в 19 веке, что Романовы именно прозападные были западники, прозападное правительство, они слушали советов и указаний с Запада. И именно они ввели крепостное право. После этого уже ужесточилась эта система, и пошла вот эта вот система, этот режим пошел, закрепившись в Московии, на Руси Московской, которая уже объединенная была, оставленная им ордынцами, оно пошло на территорию восточную, на территорию Татарии, в широком смысле Татарии, которые изображали западные авторы в своих картах, которые сохранились, вот эти карты. И установление, тогда уже было установлено, вот именно как писал Трубецкой, романо-германская ига. Именно, где-то оно закрепилось со времен Петра. Уже сначала оно так насаждалось, работали над этим, и со времен Петра оно уже установили. Вот тогда необходима стала идеология, чтобы замутить, чтобы столкнуть людей и разводить их, как говорят, проще говоря, разделяя и властвуй. Если, допустим, народы будут между собой дружить, русские, татары и прочие земляки, то трудно будет, допустим, если их давить, покорять чуждому государству, расположившемуся в стране как оккупационная армия. Это не мои слова, это оценка Герцена. Как раз романовское правительство он такую оценку давал. Поэтому и нужна была вот именно эта идеология. И все авторы замечают, что оно начало вот распространяться, силу набирать, принимать научную форму уже такую. Это именно в 18 веке. Сначала вот с 18 века. Поэтому и оно осталось так, уже как научно подтвержденное, оно идет как бы по инерции. Большевики тоже это переняли, использовали в своих, в своей деятельности политической. Им нужно было, конечно, нивелировать советский народ, это все превратить в нас. Поэтому и так оно и теперь досталось нам, России, новой России. И у нас оно осталось. Но теперь другая волна. Теперь у нас гласность, мы можем говорить, у нас нет цензуры, поэтому пошла волна такая, что критиковать эту научную историю начали многие. И я не первый, до меня уже поработали многие, ругают, очень остервенело, чем доказательнее работы историков, которые, независимых, тем остервенели их, более остервенело их ругают историки профессиональные, скажем так, поскольку у них титулы есть, положение в обществе, в общем, наработанные, именно держится оно на старых вот этих канонах, на старом курсе истории. После короны Ордынской империи, работу я продолжил, как это вторая была книга, меня нашли. Уже подвижники татарские ко мне начали обращаться и говорят, что давайте будем серию основывать такую, Извините. Так. По следам черной легенды, это вот мы серию организовали, и по следам черной легенды книга уже обосновала вот эту серию новую «Татарский след в истории России и Евразии». Именно вот мы старались показать уже истинную роль татар, более выпукло, более обоснованно. И продолжением уже вот этой «По следам черной легенды» и в серии, второй книгой серии вышла «Великая Орда. Друзья, враги и наследники». Там я более связь показал уже
более критиковал противопоставление русских и татар. И роль татар вот более в происхождении других народов. Как Усманов, Миркасым Агай Усманов писал, что вот эти народы после распада Золотой Орды, которые возникли, например, узбеки, вот, турки, они истоками имеют именно как средневековый татар народ. Ну, вот после возникла идея такая, что надо бы вот это преподнести народу, объяснять, уже более популярную книгу написать в этой же серии на основе тех книг. Поэтому тогда уже у нас возникла идея написать книгу «Наследие татар», более проще, более доступным языком изложить. Но эта книга выдержала более и объемом меньше. Ну, объемом как бы не старались, но она уже меньше предыдущих, конечно, книг. Язык тут мне помогали вот Шихат Китапче, соавтор, в подборе материала, другие помогали, финансирование и издание. И после мы подкорректировали вот это третье издание книги «Наследие татар». Это, ну, факты там приводятся многие и обосновывается именно точка зрения положительной роли татар и значительной роли татар в истории России и Евразии в целом. Ну, главы тут изложены. Иллюстрации, жаль, мы не сможем показывать вам. Проектор не работает, да? Так, ну, сначала о чем эта книга объясняется. То, что подлинная история татар, как выражался Дамир Исхаков, и она не написана, подлинная история, это исторического народа. Поэтому есть необходимость в том, чтобы развеять клевету, как в отношении русских, так и татар. Это уже слова Гумилева. Это вкратце объясняется. После этого, ну, мы композицию изменили, если кто читал предыдущие издания, и дополнили ее слегка. Композицию изменили, глава 1 татарские слова в русском языке. То есть влияние татарской культуры, в целом татарского народа, на культуру, на материальную культуру и на духовную культуру России и русского народа выразилось в том, что татарские слова в русском языке в изобилии имеются. Там переводы слов приводятся, не все, конечно, слова, чтобы все слова привести, анализировать. И вот тоже говорили, вот слово такое, я приводил там, по-моему, или нет, его перевод не давал. Каламбур, например. Каламбур. Есть толкование такое, чисто прозападное слово каламбур. Вот сейчас только перед началом нашей встречи мне говорили, каламбур – это из татарского слова, из татарского языка слова. А объясняется, что это с французского, там более культурного, конечно, языка пришло, якобы. Но каламбур – это конкретно халямбур. Вертеть пером, писать, то есть замысловатое выражение такое. Вот эти слова в русском языке, ну, например, мало кто знает, арка тоже, вроде архитектура, с архитектурой. Мы же были кочевники вроде как по науке, наши предки, то есть никакой культуры не было, ничего не строили, только разрушали, ходили по всей Евразии. И занимались, грабили, вроде бы, по науке, если... почему? Из татарского языка пришло так арка, чердак, сурьма, например. Много таких слов, поэтому вот это мы стараемся в этой книге объяснить, вот это почему слова и именно значительную роль истории татар в истории Евразии. Потом второе, татарские топонимы Евразии. То есть татары нам объясняют, что жили где-то булгары, то есть на Поволжье жили булгары, из них вот эти наши мы, то есть современные татары, из них произошли. Совершенно другой народ и дан нам начало. А те татары, которых упоминают множество авторов тех времен и разных, самых разных народов, но те татары к нам отношения совершенно никакого не имеют. И поскольку выясняется еще положительная роль тех татар в истории,
значительная роль, тем более это усиливается со временем эта работа. Поэтому татарские топонимы Евразии приводим здесь. И не все, конечно, все их невозможно привести, но выборочно, и наличие их по территории, начиная от Венгрии, Болгарии, вот как субконтинент Евразия, говорил Гумилев, откуда начинается с венгерских Пушты, с Причерноморья и вплоть до Хингана. Это граница субтропиков между Китаем и Монголией. Собственно, Монголией, там внутренней и внешней Монголии. Там, когда уходит плато, вниз срывается, вот где Ханбалык, Пекин, этот город на границе примерно стоит там. Вот до сих пор как бы одинаковый ландшафт. Ну, изменение климата есть, и вот этот ландшафт объединял вот эти все народы, которые там жили, наших предков, которые сосуществовали. И был суперэтнос евразийский, которые могли друг с другом сотрудничать и сосуществовать достойно. И поэтому, а вот эти все территории объединяют, они густо насыщены татарскими топонимами. Именно с татарского языка они происходят. И, допустим, Байкал – это Байкуль. Именно я показывал в своей книге, как чингисханы и татары, и в короне Ордынской империи, что татары и на Байкале жили. Буквально источники говорят, что вот татары там жили, есть топонимы очень похожие, и даже другой источник татарский говорит, что вот легенда о роде Чингисхана, там как раз совпадает топоним Мальта, село Мальта на Байкале, как раз где бабушки Чингисхана, там родители жили, как бы. Ну, это легенда, но легенда содержит факты, какие-то факты, которые до нас дошли. Вот так же, как легенда о Трое содержала факты, по которым археологи нашли город этот. Есть такое. Поэтому эти легенды, они тоже. Эти легенды, эти тоже ценной информацией обладают. И вот поэтому, чтобы человек, читающий, обративший внимание на эту книгу, сразу понял, что топонимы, они не просто так татарски по Евразии рассыпаны, а это следствие чего-то. Потом татарские фамилии в русском народе. В русском народе огромное количество татарских фамилий. Многие фамилии, они и как в русском народе имеются, и среди русских, и среди татар имеются. Например, Сабуровы. Сабуровы есть татары, Сабуровы есть русские, Нагаевы есть татары, есть русские, которые уже русскими себя считают. Поэтому это уже говорит о глубоком таком взаимопроникновении, даже не то, что взаимопроникновение, а о том, что Гумилев писал, подтверждает слова Гумилева, о том, что татары народ не вне, а внутри нас. Поэтому и потом главу мы привели примеры поэзии средневековых татар. Это предложение было моего соавтора, материал он подбирал. Тоже опровергает тезис о том, что татары имели низкую культуру, вот господствующий в Золотой Орде, например, народ. Именно из среды татар и учились в столице Золотой Орды, в городах Поволжья. Вырастали эти поэты, примеры поэзии. Они официальной историей объявлены просто тюркскими или среднеазиатскими. Ну, уловки всякие применяются. Ну, примеры поэзии приведены. Потом глава 5 о том, что когда татары исповедовали ислам и христианство. Начали исповедовать ислам и христианство. Тоже кривотолки разные есть. Есть тут влияние, конечно, персидских и ближневосточных авторов насчет ислама, что нам из Багдада привезли ислам в Поволжье. Но в истории есть другие факты о том, что Поволжье это 10 век, что в Поволжье привезли и насадили ислам, тут как бы нам подарили. Такое культурное посольство было. Но есть другие факты о происхождении ислама и о веровании наших предков.
Поэтому я туда включил это в главу, что гораздо ранее, даже при жизни, даже в этом виде ислам, который уже Мухаммад, единобожие, который ниспослан был Коран, и Мухаммад, пайгамбер, мир ему и благословение Аллаха, он распространял когда, и в этом виде уже даже при жизни Мухаммада принимали татары, уже исповедовали татары этот ислам, эту веру. Есть такие факты, и эти факты были там изложены, приведены. И насчет христианства я изложил мнение, конечно, самих татар-христиан, таких более просвещенных представителей татар-христиан, как Сысоева и Бухарова, что где-то еще в VII веке, а то и ранее, может, татары начали исповедовать христианство, татары-христиане. Они насильно их там крестили, и вот они, насильно крещенные, так и исповедуют эту религию, насильно им врученную. Эту легенду они сами опровергают, я согласен с ними, с моими братьями, так, татарами. Так. Ну и о вере там я еще, конечно, мы показали, что сильны были татары тем, что была веротерпимость. Это еще задолго до буржуазных вот этих идеологий о равенстве, то веротерпимость уже была предписана, если в правоустанавливающем виде, это нормы были приняты уже в Великом Язу Чингисхана и издревле. А вообще в менталитете татар было издревле, это веротерпимость. И они сами говорили, Бог дал людям веру, пути разные, как 5 пальцев на руках. Поэтому Бог один, а веры разные. В принципе, это признают более просвещенные религиозные теологи и мусульманские тоже, что Адам, Гайса, они и прочие пророки, мир им, Муса, они все были мусульманами. То есть они исповедовали единобожие. А тут принцип основной был единобожие, то есть признание одного Бога и никого кроме Бога высшим Творцом и владыкой мира. Поэтому уже признание божественным что-то другое, это уже как бы язычество. Поэтому это много, кстати, про Чингисхана очень мало пишут, то есть про это, как и про его теологические такие высказывания. И много есть материалы, но я все не смог еще привести в книгах, это отдельные книги надо, конечно. Там такие есть слова, что показывают его очень такую продвинутость большую. Он даже критиковал некоторых мусульманских священников, что говорит, нельзя, говорит, Бога поместить в одно место. Там вы не можете, говорит, сказать, что он в облаке или там в камне каком-то, его больше или меньше. Тогда, говорит, я вам не поверю, он же везде, и он один. Поэтому... И вот сила была в чем у татар идеологии? Именно в том, что они не делили людей. Кто-то, конечно, выгоду делал в том, что и сейчас делает, чтобы противопоставить людей по вере. А татары делали по-другому. Они объединяли на этом людей. То есть на веротерпимости, на равном отношении ко всем религиям. По-другому поворачивали в человеческую сторону. И многие понимали это и шли за татарами, за ордынцами. Их, как говорят, многие русские принимали участие в делах войны татар. Поэтому я акцентировал этот момент. И, как писал араб, противник татар, был он тогда, он с персами работал, с ближневосточными. И он писал, к татарам присоединяются во множестве буквально и мусульмане, и неверные. Неверными он христиан называл, там другой веры людей. Поэтому он поражался этому, и сила была вот в этом еще. Дальше уже мы излагаем в этой книге, в главе 6, весьма важное, но не очень известное о современных татарах и татарском языке. Тут это именно квинтэссенция всех работ, чтобы человек прочитал, понял основные наши тезисы и обоснования к ним.
прочитал. Поэтому тут момент какой. Вот многие думают, у нас теория какая? Научная, скажем так, как в этнологии, там, тюркологии. Считается, что были народы такие тюркские, разные тюрки, древний тюркский народ и разные народы, и кусочек там где-то сбоку татары. Ну и, или даже, может, они не тюрками вообще были, там такие есть, может, это было поносное слово, ругательное вообще. И так, и в западном мире как бы ругательное оно было, и в тюркском мире ругательное было. В китайском вообще они это варвары называли татаром. Татары это слово варвары означает. Но оказывается, это совершенно не так. Например, язык татарский и о языке татарском, допустим, это тоже отражает уже как бы проекцию в историю, центральное место татар в истории. Язык татарский, он чисто по объективным признакам, он центральный в тюркском мире. Это не мои изыскания, не мое. Как бы, в татарском языке где-то процентов 80 слов всего тюркского мира сконцентрированы, общих выражений. Поэтому, если татарский язык, человек, знающий татарский язык, он может легко обучиться, допустим, другому тюркскому языку, перейти, допустим, обучиться тому. А вот, допустим, других, узбек, допустим, азербайджанскому ему труднее будет научиться, чем татарину, азербайджанскому и узбекскому сразу. Вот, у него больше, поэтому это показывает центральный характер татарского языка. В мире, вот в этом тюркском мире, их 350 миллионов тюрок по всему миру. Поэтому вот этот момент, это имеет именно исторические объяснения, что татары были, народ татар такой, который, как бы, признается, его не было. Это было центром тюркского мира, вот эти средневековые татары. Часть их, ну они, вот этот народ, конечно, часть осталась у нас, сохранила название татар, частью не сохранила название татар, того народа Чингисхана. Многие понимают это, казахи, например, это прекрасно понимают, и да, говорят, да, вот привезли, да, говорят, правильно, мы один народ были. Вот часть у нас в казахах осталась, часть там, допустим, у башкиров, часть у нагаев, и как бы этот народ, и этнос этот до сих пор как бы жил, и как бы центр тюркского мира, это проекция. Поэтому, если тут, в чем еще смысл вот этой концепции? Смысл в том, что, допустим, имеет современное значение, я вот пытался объяснять многим татарским общественникам, ну не знаю, кто понял, кто нет, и, в общем-то, и российским, там, многим политикам, скажем так, но многие понимают это или опасаются имени татар. Просто это уже как-то психологически влияние имеет вот этот татар, отрицательное значение, как бы иметь должно по науке, идеологии научной, которая у нас есть. Но центр тюркского мира именно связано со словом татар, с народом татар. И сейчас, допустим, Турция претендует на центр тюркского мира, с одной стороны. Турция это как бы в лоне НАТО, западного мира. Они перетягивают тюркский мир к себе, как бы. Центростремительный такой процесс у них. Если вот эту концепцию принять, то у нас центр тюркского мира будет Россия. И многие это поймут. Кстати, я понимаю, они знают это, вот эти многие тюрки, казахи, допустим, узбеки. Узбеки это откуда народ, допустим, пример, отступление большое сделали. Узбеки народ, такой народ это конгломерат. Вообще-то узбекская нация это конгломерат разных народов и племен. Откуда название появилось? Нация узбекская появилась в 1921 году, когда узбекские республику делали, только Туркестан, большевики. Также уйгурская нация возникла, там тоже конгломерат разных. Раньше эти народы Восточный Туркестан назывались татары Восточный Туркестан. В Узбекистане узбеки возникли из названия племени, клана. Это узбековичи. Они все ушли, когда была вот эта вся междоусобица в Золотой Орде, в эти времена, они уходили в Среднюю Азию, многие там оседали, узбекля. И вот татары говорят по предводителю, допустим, в татарском языке характерно, допустим, кто с ним, с узбеком, допустим, узбекля, узбеки. Кто с колчаком, это колчаком. Вот старухи нам рассказывали в детстве, вот колчак Маркиндиля.
колчаки пришли. С колчаковцы, значит. Поэтому оттуда и пошло вот название. Как назвать? Самый влиятельный клан какой? Узбеки. Народ какой? Узбеки. Кто более влиятельный, тот узбек. И среди них, вот Исхаков говорит, да, они же говорит, татары, говорит, там, говорит, процентов 20 точно, говорит, этих узбеков. Ну, и по лицу там видно вот это. Поэтому вот среди разных народов, вот этих представителей татар, и они друг друга знают, кстати, они как бы отношение такое все, по языку, они как бы, как говорил Гумилев, это этнос, народ, это организм единый, и он связан не просто там языком, допустим, по-русски говорим мы, татары, и они друг друга, мы понимаем, как узнаем как-то, они не в стереотип поведения у представителей этноса, поэтому они узнают, как бы на подсознательном уровне друг друга узнают. Если, допустим, они меняют свое, допустим, башкир назвался, допустим, татарин или, допустим, другой название принял, там уже как бы непонятия могут возникать такие напряжения. В обществе я написал выступление, тоже направлял. Статья у меня там опубликована была. Поэтому, если мы восстанавливаем подлинную историю, то у нас центр как бы проецируется автоматически тюркского мира, это Россия. Это тоже, эта мысль тоже, как бы концепция, тоже я хотел вам сообщить. Ну, о современных татарах я вот тоже отразил, что именно среди других народов, не то, что там есть вот бывшие племена, которые сохранили, это я больше отработал в книге «По следам черной легенды», а именно, что они даже этническое название еще сохранилось. Вот, часть этноса там осталась, допустим, татар, у узбеков там клан татар, допустим, даже у маньчжуров там осталось, там тоже оставались, и среди них даже сохранился клан такой, род даже татар. Вот эти я отразил. Потом сведения из подлинной истории татар, это в главе 7 отражали мы. И что сообщают о себе татары прошлого, о себе, и какие сведения о них оставили им современники. Тут чисто проекция, конкретно. Именно вот я Магаки пример привел, именно истоки откуда, Абуль-Гази. Вот Абуль-Гази сообщает такие факты, например, в своей работе. Родословная история о татарах. Это была переведена и переименована родословная история тюрок, это книга. И со временем так она как бы думает, что это родословная история тюрок. Абуль-Гази переименовали узбекского историка тюркского. А Абуль-Гази сам писал, это родословная история татар, говорил, писал, и писал и свою, для себя, и для своего сына доводил. Но эту книгу переводили, постарались перевести на русский язык шведские офицеры. Они в плен попали под Полтавой и отбывали ссылку в Сибирь. Ну, там отношения другие были, там, видимо, еще с татарей. И они оказались в Сибири, в Тобольске, и переводили вот эту, попало в руки им, они поняли, что это история татар родословная, и они попросили, там, мулла перевел татарский. Я русский писак писал, сидел. И вот эту, из этой уже перевод, этот уже дошел до нас, перевод того перевода русского. На английский, французский и обратный перевод вот к нам пришло. А подлинник так его не нашли. Я об этом хорошо написал в своей книге «По следам черной легенды». Объясняли, здесь тоже отразил это. Вот он пишет, что, по его сведениям, получается, что за 4000 лет еще вот Кыпчак, предводитель вот из родов татарских, основал государство в Поволжье. Поволжье, на Каспии, частично вот объединил там русских, башкирами называли венгров, уральских тогда, башкирдами, на персидском. Вот, и создал, ну он говорит, это его данные, что 4000 лет назад. Что интересно, Аркаим, это тоже где-то 4000 лет назад. Город Аркаим обнаружили, и вот так обнаружатся факты, они друг друга как бы подтверждают. Аркаиму, городу, тоже 4000, его тоже легализовали только вот года 3 назад, да, где-то, в 87-м еще обнаружили. Вот, такие факты много приводит он. И именно Агус-хана он связывает с Чингисханом, и все полностью противоречит как бы официальной истории. Но данные Абуль-Гази опять подтверждают родословные Кыпчак, рода Кыпчак.
Опять же, и они подтверждают, они независимо друг от друга написаны. Потом, и как западные подтверждают, более объективные немцы, допустим, Алиари, также подтверждает и Илья Черепи, опять же. И они как бы вместе вот эти источники из разных источников складываются в ясную картину, которая противоречит официальной истории. Поэтому вот эту всю историю, это я отразил в главе 7 «Привели мы». Потом истоки Великой Татарии, союзники, противники татар, Великий Азул, татарская правда. Почему объединялась Татария и как она объединялась. И кто были союзники и противники, центры мировых цивилизаций, противостояний в этом было замешано. Ну тут как нельзя сказать, что какой-то народ был плохой, а какой-то хороший. Допустим, мы не можем сказать, что западные европейцы, они плохими были. Или китайцы были плохими, они воевали с нашими предками. Или же ближневосточные, там персы, допустим, противостояние было конкретное, со Средней Азии в основном. Ну, не из-за того, что плохие, кто-то плохой, кто-то хороший. Среди каждого народа есть хорошие люди и плохие люди, всякое есть. Но каждому свой народ ближе. Но поэтому тут объективно складывалась ситуация, но есть среди каждых объединений больших, между каждыми большими объединениями, то конкуренция. Есть конкуренция, и эта конкуренция приводит к столкновениям, к войнам, и поэтому уже исторически объективно складывалось так, что 3 центра вот, мировых цивилизаций, Запад, Ближний Восток и Дальний Восток, это китайцы в основном, там и маньчжуры были, и многие. Как в ходе этого противостояния рождалось вот государство Великой Татарии. Какие вопросы есть, если что? Допустим, я вас, может, утомил. Было поинтереснее. Пожалуйста. На сцену. Микрофон. Нет, микрофон, пожалуйста. Версия роли татар вообще в цивилизации российской. Вот можете тезисно изложить? Вот я считаю, что татары там родились в Центральной Европе, как вы сказали, да? Вот вы с 7 века изучаете, вот можете тезисно сказать, вот в чем различие у вас от официальной версии государственной. Я понимаю, что многие вещи у вас подкреплены историческими материалами, архивными, все это понятно. А вот стройная такая концепция есть или нет? Или вот просто... Есть, давайте. Вот скажите, вот коротко, как раз я вот говорю. вот исторический экскурс, с чем вы не согласны? Вот в хронологии. Ну нет, с чем я не согласен, это вы уже определите, а я тогда тезисно изложу. Вот, ну, с чем я не согласен? Ну, с чем я не согласен, что татары, в принципе, и народом-то не были никаким. Не было такого народа, как бы, если мы будем конкретно официальную историю читать. Были наши предками булгары, ладно, частично хорошими там. А если татар, там истории, которые упоминаются, это был не народ, а некоторые говорят, племя было, даже монголоязычное, которых уничтожил Чингисхан. Там, они такие подлости творили, что Чингисхан их уничтожил. Потом эти татары где-то почему-то появляются в Казанском ханстве. Они там верховодили, угнетали мирных булгар, наверное, так получается. Они тоже творили зверства. В Крыму тоже. Они воровали крестьян, там угоняли в рабство. В рабстве держали 200 тысяч русских. В Казанском ханстве, например. Босиком они ходили зимой, да. Непонятно, в что их одевали. Потом Иван Грозный их освободил. Ну и мирных... там других мирных земляков, просто, как я говорил. А тезисно, если, допустим, татарский народ был издревле, как он упоминается древними авторами, как раз вот, что сообщает, как раз это нам сведения о подлинной истории. Тогда в главе 7 мы короткие тезисные, я постарался это изложить. То есть татарский народ в древности был, как упоминают древние авторы, издревле идет. Если буквально сказать, Господь Творец первыми украсил татарами землю. Потом уже арабский язык появился. Ну, касательно арабского языка, Черепи пишет, упоминает, ссылаясь на древних авторов, там, латинских, греческих и прочих, персидских. И из древности идет. А откуда они именно как появились, откуда появились, ну, я не могу сказать, я не Господь Бог. Откуда именно конкретно, как они появились, татары, да? Но они уже были издревле, вопреки утверждению официальной истории. После этого, как Магаки говорит, вот это место, говорит, где они, сами историческая родина, говорит, этих татар, это, говорит, Скифия. Татары и скифами тоже называли. Кто-то называл татар скифами, вот как русских тоже по-разному называют, немцев тоже по-разному, они сами так называют. Поэтому они издревле были. И основное, как показывают факты,
это примерно от Причерноморья до Урала. Вот это место, а вообще центр, я вот тут писал, что от Оки примерно до Урала и от Камы до Каспия. Это место именно как бы сердцевина была татарского мира. И распространялись они именно по Великому Шелковому пути, эти татары. Великий Шелковый путь, вот как раз я не могу сейчас тут продемонстрировать, издревле лежал по своему северному маршруту. Проходил он начиная от Джунгарского прохода, соединял как раз вот эти мировые цивилизации, я говорил, Дальний Восток, Среднюю Азию и Западный мир, и Ближний Восток. Как раз вот этот путь. По нему потоки шли товаров и в основном шелка. Поэтому Великий Шелковый путь. Вот по этому пути татары распространялись. Они как раз через историческую родину татар проходил этот путь. Поэтому они распространялись, как я и говорил, в основном с запада на восток. Из Средней Азии туда, в сторону Китая. Поэтому и Васильев пишет, что уже в 7 веке китайцы отмечают вот этих, и местные там источники отмечают татар, как светловолосых по сравнению с другими местными населениями. А там возникают, и были они в Средней Азии тоже отмечаются, и в Поволжье отмечаются. Поэтому, а именно вот это распространение по Великому Шелковому пути дало уже начало становлению вот этой империи Чингисхана, движения ордынцев. Поэтому вот это государство, объединение вдоль Великого Шелкового пути, там, где его влияние было послабее, где больше уже по сторонам, вот эта империя, она объединилась. То есть государствообразующим этносом вот этой империи был именно татарский народ, средневековый татарский народ. Не только потомки, предки современных татар, которые, допустим, сейчас в списочном составе есть 5 миллионов, не только их потомки, это немножко не так надо понимать, а именно средневекового татарского народа, потомки которых сейчас и среди народа в основном, как бы относительно в разных степенях, сохранивших название татар, крымские татары, поволжские татары, которые не сохранили название татар, но многие там племена сохранили своих предков, потому что считалось татар название поносным, поэтому кто-то в невыгодных обстоятельствах, допустим, его спросят, как твоя национальность, допустим, ты с какого народа, ты кто? Ты татарин? Нет, он может сказать человек, я не татарин, допустим, я копчак, или я нугай. Тоже правильно, да? Можно понять этого человека. Значит, резюмируя, можно сказать, что, значит, татары возникли на перекрестии Шелкового пути, там начала мощно развиваться цивилизация, мы, татары, на этой земле жили вечно и никуда не уходили. Так, теперь, значит, еще кто там может задать, да? Мухаммед Афенди, давайте. Да, как раз. Рахман, По-русски, чтобы все понимали. Гали Афенди, хада татарча именно баштан, biz татарлармен, анан ruscha aytaman. GAli Efendi, men sizga mana biz kitobimni bo'lak etmoqchi bo'ldim. Bu toponimический словарь Мещерина. Mana bu birida mana топонимика турында. И вот насчет татар хотел сказать, и там тоже о татарах. Татары происходят от слова татар, потому что человеку наименование не может чужой народ дать. Он свой народ дал от слова такое. Потому что, как говорит это самый Мирфатых Закиев, он пишет, что в 7 веке уже были известны татары. В 7 веке, до нашей эры. Значит, до нашей эры в 7 веке были известны татары, а в широком смысле татары стали известны только в 14-13 веке с Чингисханом. А почему же так получилось? Ну, с одной стороны, сейчас я объясню. Вот тюрки. Тюрки появились официально в 6 веке нашей эры. Но они что? Сошли с дерева в 6 веке. Их не было, что ли? Нет, они были. Но они имели другие названия. А там чуть ли не 1000 наименований тюрков, как называют. Утригуры, Кутригуры,
сарацины, там, акациры, кыпчаки, и половцы, и другие. Вот сотни это самых наименований. А потом, когда в VI веке построили вот это государство, тюркский каганат, и появились тюрки. То есть название вот это появляется с образованием государства. Подожди, сейчас, не спеши сейчас. Сейчас я... Одну минутку сейчас. Ну, вопрос зададут. Какой вопрос? Сейчас я тебя... Подожди, не перебивай. Вот. А вот и татары. Когда вот это... Галия Афенди правильно сказал, что это вот это шелковый путь охраняли татары. Кто есть татары? Он охраняли это самое шелковый путь, там у них были и ямы были, где они держали и лошадей, и верблюдов держали. Но если там допустим, торговец попадал в какую-нибудь беду, или там потерял, или там в реке утонул его товар, он подходил к этому татарину и спрашивал у него: ты мне дай в долг дирхемы или товар. Это вот, кстати, это написано, я беру из книги Фадлан ибн Фадлана «Путешествие его на Волгу». Это там он описывает, приходят там тюрк, и к тюрку, он там не говорит это, приходит к тюрку и спрашивает у него товар. Тот ему дает товар. Тот говорит: ну ладно, я потом проторгуюсь, там вернусь и отдам тебе долг. Ну хорошо. Потом караван, когда возвращается обратно, он идет, а этот, который у него занимал долг, у него нет. Он где-то пропал. Он идет к караван-баши и говорит: а где тот? А тот говорит: сбежал. А ты тогда заплати за него. Он говорит: нет, я не могу за него заплатить, он сам должен, он же украл. Он у него говорит: хорошо, а где он жит? С какого города, с какой страны? Он брал адрес, садился на коня и шел, и находил этого должника, на шее вешал лямку и приводил его в рабство. Ну почему такой вот этот поговорка: татар барда хатар бар. Хатар это беда. Хатар это память, а хатар это беда. Вот откуда эта поговорка пошла. Ни один ученый татарин не объяснил вот это положение. Откуда это произошло поговорка татар барда хатар бар. Конечно, хайтарбад, если накинули тебе на шею лямку и повели тебя в рабство. Это же беда, естественно. Это не относится к... Да, ну давайте. Давай вопрос ответим. Сейчас я закончу. Вот я хочу сказать. Вот отсюда люди читали эти книги, и до меня многие читали ведь. И никто на это не обратил внимания. Кстати, об этом же пишет и Кёстлер, Артур Кёстлер, еврейский писатель, там тоже написал. Вот, как это самые тюрки. Вот там пишет этот самый, вот караван 5000 торговцев, там 1500 там охранников, останавливает его тюрк, говорит там этот, ну, Ибн Фадлан там его, говорит он, что якобы там какой-то бомж тюрк остановил и держал караван целых 2 часа и никуда не пускал. Пусть придет караван-баши ко мне. Как это может быть потребует бомж? Значит, это что тюрку потребует этого караван-баши, он пришел. Ему, значит, это было и у него положение такое. Он охранял, он таможник был, тамга. Он собирал от этих караванов, что полагается ему. Поэтому он и приглашал. Да, сейчас я на вопрос коротко отвечу, потом Владимиру Ильичу слово дадим.
Тут вопрос поступил такой. Если можно, скажите, пожалуйста, несколько слов о татарской письменности. Ну, у нас, если официально, то татары пользовались письменностью арабской, на основе арабской графики. Это у нас было. Ну, до того вроде как и письменности не было у нас. Потом у нас латиница появилась при советах, заменена была далее кириллицей. Но есть факты истории, называлось татарское письмо. Это венгерские миссионеры, во-первых. Письмо написано, то есть на татарском языке, упоминание татарский язык и татарское письмо. То есть уже мы знаем, из этого мы видим, что народ есть такой татар, и язык с языком, раз язык татарский, и письмо татарским письмом, языческие письмена, короче, они говорят. Ну и они пользовались татары тогда уйгурским письмом, это ученое название, а современники называли это татарским письмом, разные источники. Это была уйгурская письменность на 21 буква в алфавите. Кстати, поэтому многие слова искажены историками, когда их переводили. Например, письмо было уйгурскими буквами написано, вот этими, ну, уйгурское это официальное название, татарским письмом, на татарском языке пишет Карпиний, он письмо привез Папе Римскому от татар, если официально от монголов. И там как раз на печати сохранилось. Письмо это перевели сначала, потому что по-татарски никто не мог прочитать, у папы не было таких людей, поэтому все написали сначала на татарском языке, буквально пишет Карпини, на татарском языке, татарским письмом написали, потом перевели на персидский язык, сарацинский, который они могли прочитать, люди были у папы в Европе, перевели, а вот печать осталась, печать ханская, и там буквы, и там написано, потом перевел Менгель Улус, Монгол Улус, переводит, это Пелье, француз перевел, прочитал его как Монгол Улус. После этого пошло Монгол Улус, и все эти переводы, и говорят, Монгол Улус, это значит, монголы сделали такой Улус, и это монгольская, вот, это была страна. А написано было уйгурским письмом, если я вот брал, когда работал над книгой «Наследие татар», еще там упоминал, если 21 буква, там у них О и У, ну и так они созвучны на татарском языке, это одной буквой они. И многие тогда, поэтому слова искаженные получились. Допустим, булгар, это, если на арабском письме это там гласными только передается, очень трудно согласными передавать. То есть, наоборот, гласные передать. И если на уйгурском письме было написано, то есть болгар могло быть. Или болгар это значит сияющий. Откуда пошло? Потому что болгарцы сохранили это название. Ага. Наверное, это был город Болгар, а потом уже, когда надо было сделать это болгарами, народ, как бы якобы другой народ вместо татар там жил, тогда уже я это тоже отразил, показал. Поэтому, а татары, китайцы тоже упоминают письменность. То есть 4 письма у татар было письменности. Они были очень развитым народом, потом это уже назвали другими. Поэтому издревле у татар было, вот хотя бы вот это уйгурское письмо, это было у татар издревле. Поэтому и арабское письмо, например, оно не арабским называлось, оно, кстати, называлось кимакским письмом. Вот это арабское, что интересно. Есть данные, говорят, что я не могу сейчас, надо, конечно, работу проводить, это можно найти. Было, автор один высказывал, что это называлось не арабским письмом, а кимакским письмом. А кимаки было государство, основанное татарами. Это факты уж конкретно. Это было на территории Урала, Башкирии, частично Поволжья. И до Каспия даже доходили они. Да, и вот именно это вот арабское письмо в кимаках первое появилось, оно как бы с запада пришло тут сюда на восток, в Поволжье. Так, ну а сейчас Владимир Ильич хотели слово представить. Владимир. Да. Руническое письмо было еще раньше. Еще раньше, конечно. Еще раньше. А тоже в ФБР. Вполне просто я... Так, не превращайте в балаган наше мероприятие. Конечно, ведущий наш виноват. Везде должен быть порядок. Выступающий столько минут, принят столько минут.
Реклама. Да, правильно, хорошее слово. Уважаемые коллеги, друзья, с благодарностью принял приглашение виновников сегодняшнего собрания. Не скрою, что это решение продиктовано только одним – благодарностью Гали Еникееву и Шихаб Китапчи за их благородное желание разобраться в истории своего народа. Разгрести те кучи околонаучного мусора, скрывающие подлинную историю великого народа. Сделано очень много, проработан огромный пласт первоисточников. Как результат написаны 2 книги «Наследие татар» и «Великая Орда. Друзья, враги и наследники». Это 2 книги, которые с огромным удовольствием прочитал. Скажу свои ощущения, когда читал эти 2 работы. Невольно ловил себя на мысли, что дышу удивительно свежим воздухом, таким, как после грозы. Там, сейчас, за окном. Удивительно свежим, идущим от этих книг. Пью какую-то живительную влагу. Вот такие у меня были ассоциации, когда я читал эти книги. Так и хочется сказать спасибо матерям и отцам, родивших, воспитавших таких сыновей. Спасибо народу, который создает такие личности. Конечно, проведенные исследования – это только очередной шаг в восстановлении истинной истории своего татарского народа. И я искренне хочу пожелать авторам продолжить эту тяжелую, изматывающую, но очень интересную, захватывающую работу по установлению истины, подлинной истории, в том числе татарского народа. В процессе дальнейшей работы мне бы очень хотелось, чтобы авторы ответили на следующий вопрос. Почему страна, подарившая миру письменность, веру, выдающиеся достижения в политике, экономике, науке, архитектуре, в военном деле, пришла в итоге к тому, что распалась на карликовое государство, враждующее между собой. Чингизиды против тимуридов, уничтожение Рюриковичей, смута, приход западников Романовых и так далее. И, конечно, один из главных вопросов – это идеология. Сегодня мы о ней говорили здесь. Неспроста в нашей Конституции она отсутствует. А это значит, у страны не должно быть цели, а значит, не должно быть будущего. Американцы смотрели в корень, когда писали нашу Конституцию, как основной инструмент, преследующий далеко идущие цели. До нашей эры, в начале новой эры, в средние века, роль идеологии осуществляла в степи вера. Отсюда двуглавый орел. Одна голова – царь, вторая – патриарх. Один отвечал за прокор, второй отвечал за идеологию. В Великой степи это было тенгринианство, позволившее создать самое могущественное государство в мире. Религия, которая подарила языческому миру, в том числе Византии, Риму, Индии, Персии и так далее, единобожие. А ее богослужебные книги стали основой для создания иудейской, христианской и мусульманской религии, а также буддизма, зороастризма, манихейства и так далее. Почему эта религия была забыта? Почему ее храмы безжалостно уничтожались? Ну, спросите у наших священнослужителей, что такое колокол? Поверьте мне, 99% не ответили. А колокол – это тюркское слово. Моли небеса. Аллада. Что это такое? Акадила. И все эти обряды, это все наши с вами тюркские, татарские обряды, к сожалению, которые мы с вами забыли. Да что такое монастырь? Ответив на эти вопросы, мы осуществили бы тектонические подвижки миропонимания. Поняли бы, что роль Великой степи в мироустройстве определяющая. Это помогло бы осуществить серьезные подвижки
более тесным сплочением народов нашей страны, ускоренное центростремительных процессов стран СНГ в лоно своей когда-то единой страны, кардинальные изменения в имплантации народов Европы, Ближнего Востока и Азии вокруг своей исторической родины, Великой Степи, ныне России. Позволит президенту нашей страны более динамично решать вопросы внутренней и внешней политики, подстаивания суверенитета интересов Родины и всех названных народов, от кучки международных новоришей во главе с Соединенными Штатами, возомнившими вправе решать наши с вами судьбы. Еще раз спасибо авторам и искренне хочу пожелать им дальнейших успехов. Спасибо. Родился я в Абхазии, в городе Гудаута. Я внук репрессированных. Были сосланы, потом расстреляны. В детстве читал книжку, юношей, про Степана Разина. И обратил внимание на такое словосочетание «сырым на кичку». Это, вернувшись из сельских походов, он шел на штурм Астрахани. И у меня возник невольный вопрос, почему автор в уста якобы крестьянскому вождю вложил эти слова, татарские слова. А потом Атила Великий, какой-то оттуда, и так далее. И, конечно, меня это до того заинтересовало, что я начал потихоньку изучать. Да, изучая официальную историю, которая была написана внуком шотландских королей, иезуитом Брюсом, благодаря которой пошла наша официальная история. Предприняли все для того, чтобы мы забыли, кто мы, откуда мы, и чтобы не понимали, куда мы. Закончил Ростовский госуниверситет, работал следователем, старшим следователем, потом был одним из руководителей УВД Ростовского облсполкома, поэтому переехал в Москву, был назначен начальником главка розыска России, потом первый заместитель министра внутренних дел России, потом заместителем генерального прокурора России, потом заместителем министра юстиции России, потом ушел в Думу. Но все это время продолжал изучать историю. Я, конечно, совершенно не историк, я в этих вопросах дилетант, но на некоторые вопросы я, конечно, мог бы ответить. Вот говорят русский, а поверьте мне, 90% не знают, откуда пошло это название. И никто не вспомнит, что Великий Атила вместе со своим братом Бредой привели Скандинаву Орду с царскими кровями, у них был символом сокол. И когда жители Шуи, то есть, видите, Великого Новгорода, обратились к ним и сказали: послушайте, цари, дома же бардак, приходите. И они пришли, им же переводчик толмачить нужен был. Они говорили на одном языке. А Тургель дал, великий исследователь, лет 10 тому назад, приехал в Азов и, проведя там раскопки, потом поехал в Азербайджан. И там, проведя раскопки, схватился за голову и сказал: боже мой, как стыдно. Я на склоне лет только понял, откуда пришел мой народ. Вот, если коротко, извините за то, что злоупотребил ваше внимание. Еще один вопрос вам, маленький. Да. Вот Куликовская битва. У нас принято, значит, вот, государство законом принято. Что такое Куликовская битва? Ведь это же тоже обман настоящий, понимаете? Как он сформулирован в федеральном законе. Можем мы это изменить или нет, с вашей помощью? Я вам скажу так. Я обратился к президенту Татарстана, бывшему Микиру Шамиеву. И об этом в одной из ваших газет было опубликовано. Я ему сказал: Митя Ильшевич, ну давайте заявим, что не было Куликовской битвы. Совершенно. Он там на кулишках, они сейчас там лежат, эти ребята. Вот пойдемте сейчас раскопаем и увидим, вот они лежат. Потом я подошел к бывшему президенту Башкортостана. Он тоже вместе со своей свитой. Я говорю: ну а ты почему не скажешь? Они пообещали, один и второй, но ничего не сделали. Я поехал к вам в Казань. Раз приехал, второй поехал, посетил ваш краеведческий музей. Этот музей должен ответить на вопрос: откуда мы, кто мы и куда мы. Так он не отвечает ни один из этих вопросов. Те же самые экспонаты в Кремле, в Татарстане. Да поезжайте по всей стране. Ведь посмотрите, какие там Ивановская, Владимирская, Петровская, Сидоровская там и так далее. А на самом деле это одна культура великого тюркского мира. Ну возьмите вместе, проведите эти. Нет.
Я вот и в Крым поехал, пришел в Бахчисарай, увидел там мечеть. А я спрашиваю, а до мечети что здесь было? А был храм какой-то ингриянский. И баптистерий сохранился. Поезжайте в Дербент. В Дербенте баптистерий сохранился, где тюрки крестили. А Иван Грозный не был христианином. Ну и масса чего еще. Все это надо поднимать. Поднимать для того, чтобы... Я в ноябре прошлого года на международной конференции в Академии наук я признал объединительский мир вокруг своей Родины. Это один из каганатов, в том числе и турок. А кто такие сербы? А хорваты? А бургунды? А хорваты? А норвежцы? А исландцы? Столица Австрии, Инсбрук. А кто ее основал? А как переводится слово «Альпы»? Горы, покрытые лесом. Чьи слово? Это наш. Мне говорит, Владимир, не хотите йогурт? Я говорю, если ты переведешь, что это по-татарски кислое молоко, я тогда, может быть, съем. Я спрашиваю одного большого политика, не буду называть свою фамилию, я говорю, албанцы, кто такие? Он говорит, мусульмане. Я говорю, я не вероисповедание спрашиваю. Я спрашиваю, откуда они свалились в нашу нынешнюю Европу? Он говорит, я не знаю. Я говорю, как же вы политику проводите? А это наши карачаи. Мой народ. Последний, я не буду злоупотреблять. Я с министром внутренних дел Японии во Франции встретились. Я спрашиваю, слушай, у тебя на Хоккайдо айны проживают. Что это за народ? Он говорит, вы знаете, господин Колесников, они, по-моему, пришли с берегов Байкала. Я говорю, правильно, тюрки. А вы, японцы, откуда там? Он говорит, вы знаете, вот мы еще не пришли к этому выводу. Я говорю, хотите, я вам подарю одну из версий? По-моему, реально. Он говорит, какую? Я говорю, вы родственники нашего Шойгу. Он говорит, а кто это? Я говорю, вот такой парень пожарами занимается. Так вот, молодые ученые Якутии, я знаком кое с какими работами, они говорят, более 45% слов наших якутских, тюркских, совпадают с японскими. И неспроста туда наши ребята собирались поехать, там, чтобы решить ряд вопросов, но стихийные бедствия мешали и так далее. Поэтому давайте возвращаться к своим корням. Я хотел бы, что, понимаете, великая страна, а у нее, оказывается, своего ничего нет. Кто-то привез письменность, кто-то привез веру, а это все пошло отсюда. Мы дали все это миру. Спасибо еще раз и извините. Надеюсь, что вы будете частым гостем в нашем доме, Владимир Ильич. Так, и еще кто-то хотел сказать, да? Пожалуйста. Фарид Фарисов, автор фильмов и книг, даже по истории татар. Бигзур Рахмат сізге, я вот уже книжку вашу взял и ознакомился. Ғафу етіңіз бек керектіліктен мені рус тіліне көшерге мәжбүр етті. Все-таки біздің арамызда бек башқа милләт құлықларымыз все совпадает и поддерживает. Я вот выписки сделал, да, Бог один, вероисповедания разные, это корни совпадает с теми маленькими работами, которыми я делал. То, что получается самая близкая нация, это русские. И если захотят, в общем-то, нас разъединить, это будет удар и по нам, и по русской нации, и по России. То есть пока мы едины, мы непобедимы. И это должно, в общем-то, как бы сказать, осознавать. И только что вот, Владимир Ильич правильно сказал, что из истории мы очень много знаем государств, которые имели большую территорию, богатую казну, сильную армию, но они распадались. Как только у них пропадала идеология. Идеология – это стержень. Наша идеология должна быть как бы первостепенной. Это, конечно же, единство. Это первое. Ну, второе, это же, конечно же, в тех работах, которые мы должны нести, мы должны искать между русскими и татарами. Было разные тарихи истории были страницы. Но мы должны как бы выставлять на показ объединительные факты, потому что именно в единстве наша именно сила. Хотим мы, не хотим, как бы сказать, русские все равно очень хорошие люди. Поэтому они нам близки очень, я так
Это вот мое внутреннее ощущение той работы, которую я сейчас уже вот быстро просмотрел. Потом вот, ну, здесь совпадает наши идеологические, в 10 главе это ледовое побоище, полностью согласен. Главу 11 только что мы озвучили, мы точку зрения видели человека, кстати, ну, в политике и в устройстве нашего российского государства не случайного. Колесников — это известнейшая личность, как в прокурорском мире, то есть, так и в Государственной Думе. Его точка зрения, она очень-то прельщает, так как он не первый раз находится в презентациях книг именно про татар. И я так, в общем-то, очень рад, что он поддерживает нашу нацию. Ну и последнее, это я хотел, конечно, реформы Петра, прозападный переворот в Москву. Это полностью с вами согласен. Этот пласт полностью не изучен. Вот тоже вот я ездил, работу на Западе собрал, я их еще не опубликовал. Это то, что вы, может быть, знаете такого Брюса, да? Да. Это полностью тот человек, который формировал мировоззрение Петра. Брюс никогда не был, в общем-то, союзником нашего государства. Он сделал все, чтобы переписать историю, и есть предположение даже, именно, к сожалению, в германских библиотеках я не увидел, но это мне сказали, есть у итальянцев. Я вот не доехал до Милана. Там есть работы, переводчик, кстати, у меня там очень хороший. Получается, что именно при Брюсе пропадает та библиотека, которая была у Ивана Грозного, о которой все говорят. И на немецком, и на итальянском языке. Я работаю с такими документами. Каждый день. Я очень рад. Наконец-то мы их нашли. Наконец-то. Наконец-то. Это мой кусок хлеба. Все, понял, осознал, раскаиваюсь. Дай мне 5 секунд, я сейчас исправлюсь. Все, спасибо большое. И в связи с тем, там как раз вот есть то направление, что именно... кстати, я хотел еще у окружающих такая новость, для меня была потрясающая. Это был такой Ньютон, если вы помните, у нас в истории он остался как, в общем-то, ну, закон Ньютона, это, в общем-то, физика, это математика. Но он, оказывается, был министром финансов. Тоже знали, да? Для меня было открытие. И именно Брюс привел Петра Первого к Ньютону. Ньютон его не принимал неделю. Потом принял, побеседовал с ним 10 минут и после этого заключил, что да, этот человек, не буду дальше продолжать, это мы будем из истории. Большое вам спасибо, и хотел у вас взять разрешение использовать вашу работу в дальнейших фильмах, если это возможно. Большое спасибо. Вопрос? Ну, там молодой человек сейчас, пока первый. Ахмед Саттар. Давайте. Да, поближе не слышно. Да, давайте сюда. Речь шла о булгарских татарах, да? Вот, ну, в частности, хотелось бы узнать, ну, как бы коснуться истории, да, там, происхождения именно западных, да, татар, ну, как называют, еще обещали, да? Ну, если сибирский, да, просто происхождение некоторых других татар. Ну, я понял. Да, просто, в частности, там, Нижегородский, там, Касимовский. У нас тут в этом вопросе как раз вот этот стереотип прозвучал как раз. Один из тезисов и целей официальной истории, вот этот прозападной, деление татар, одного народа татар на разные, делить, посеять между ними вражду, раскол и так подавить и опрокинуть. И сместить с исторической арены, а потом в последующем и дробить до конца. И чтобы не было единства между ними, они чтобы не могли согласованно выступить в защиту своих интересов в основном. Но происхождение, я говорю вообще о татар. Я говорю, что не булгарские, те, которые сохранили народ татар, название своей этнической татар, они носили ее издревле и будут еще долго сохранять. И
насчет булгарских татар, мишарских, это один народ. Разных татар не бывает. Татары единый народ. Насчет названия булгар я могу пояснить, что это, в общем, игра, история, идеология, как деление идет. Разные группы татар называли либо по местности проживания название. Между самими татарами, допустим, название такое было. Мишар – это житель Мещеры. Мишарский юрт назывался. Мишарами называли тех же угроязычные племена, которые обитали, допустим, маджары, их называли. Оттуда пошло, да. Ну там обитали эти маджары, вот Булгази о них тоже говорил. Вот они обитали, вот те местности, где мишары эти обитали, вот их называли маджарами, там, где есть маджары, страна маджар. А татары и местность, вот это как топоним осталось. Но обитали, но вместе с тем там и татары существовали. Поэтому тот, кто местность называется Мишар, Маджар, и там татары живут. Вот этот, допустим, а этот из булгарского ханства Болгар, город Болгар, оттуда ханство Булгар, из Булгара. Сейчас говорят Уфалар. Я, например, среди татар собираемся мы, сибиряки, например, я из Уфы и еще откуда-то, меня называют Уфа, нас двое из Уфы, Уфалар. У татар есть такое, Уфалар говорят они, допустим, или Фазаннар. Фазаннар. Это не говорит о том, что татарский язык, и вот используя вот эту вот игру слов, делит народ по разным уже как бы группам и объявляет их разными нациями. Якобы есть мишары, есть якобы булгары, якобы эти. Они говорят на одном языке, психология стереотипов у них одинаковые, у них одна вера в основном, у них одни интересы. Теперь интересы, если идеологически их разделить, разные. Поэтому народ татар, который проживает и в Сибири, может и в Крыму, и в Поволжье, это один народ, эти татары, сохранившие. Есть не сохранившие, Вот которые... у нас здесь есть кумыки, вот они дальше, да, от всех татар. Вот они как связаны, кумыки. Конечно, связаны. Они назывались кавказские татары, и от этого не отказывались еще 100 лет назад. Мы говорим с ними на одном диалекте. Горьковские татары и кумыки говорят на Мы говорим с ними на одном языке. На одном диалекте. Да, да. Ну, я согласен, что и на одном диалекте. Да, спасибо большое. Понял. Да. Конечно. Я с вами согласен. Будем их изучать. Потому что это чисто ваше. Ему за это платят. Ему платят за это. Я видел теперь. Вначале такой вопросик. Вот книга Габдуллина, наверное, знаете, татар. Погромче, поближе микрофончик. И вы, ваша фамилия Енитеев, там среди Мурз, значит, вы знаете, да? Вы отношение, наверное, к книге Мурзам, Енитеев. Имею самое прямое отношение. Прямое отношение. Ну, чем-то, можете сказать в словах, их заслуга какая-то для татарской нации? Такими словами не оперирую, а я могу сказать, что такое бийское сословие в татарском народе было. Это, если на русский язык перевести слово «би», это «князь». Но у татар он немножко другой смысл тоже имеет. «Би» — это от слова или «билятру», допустим, «давлеть», «объединять». Или опять же «бей», тоже говорят «бей», это как бы связь, объединение. То есть это сословие было в народе, они как бы проверялись, проверены из рода в род, вот поколение проверенных людей, которых выдвигали, общество выдвигало. У татар была демократия вообще-то. И поэтому вот эти уже сословие, оно называлось Би. Потом во время Золотой Орды еще Мурза появилась, Эмирзата. Эмир — это правитель, значит. Эмирзата, от слова Эмирзата, Мурза там пошло сокращенно. Это уже как бы то же самое сословие называлось. Я вот хранителя наследия татарской Орды статью, выступление возил на... Конференция была, научно-практическая конференция в Казани в 2010 году.
Меня туда пригласили как раз предводители татарского вот, дворянства, они себя называют, Меджлис татарских мурс, если на татарском языке было, общество есть такое созданное, а там потомки татарских мурс объединяются. Такие фамилии, как Акчурины, Еникеевы и многие другие, Терегуловы. И Нигматуллины, да, Нигматуллин же он как бы, ну, как фамилия, это Терегуловы есть. И вот этот Нигматуллин, если ученого вы имеете в виду. Ну и я там выступал, когда я поехал, свою точку зрения там изложил на истории вот этого татарского народа, как раз, что именно это не просто было там знать, которые феодалы, как официальная история говорит, что это было такое, ну, сословие феодалов, они подавляли там вот так вот и жили, то есть потом уже давили, потом перешли на службу к московскому князю, там, потом начали угнетать свой народ и прочее все, и русских угнетали, и татар угнетали, и башкир угнетали, и, в общем, конференция собралась, и вот в русле официального истории вот этих тезисов официальной истории ругали Мурс, сначала Усманов выступил, Миркасым Агай покойный, он там немножко так пожурил Мурс, что они обрусевают и прочее все. Потом после этого я уже начал выступать и дождался, они знали уже, мне 5 минут оставили выступление, тогда был такой интересный случай. У меня на 20 минут было выступление, очень много было, надо было сказать. В этом, эта статья, кстати, она опубликована в сборнике этой конференции, так и опубликовали, еще на сайте Татары Евразии подлинная история опубликована, эта статья. Желающие могут зайти на сайт Татары Евразии подлинная история, адрес в этой книге указан, вот в издании как раз «Наследие татар», в третьем издании «Наследие татар», адрес на титульном листе указан, адрес этого сайта, там ребята сделали в интернете, там статьи мои все, и еще другие статьи, других там отзывы. Ну и надежда такая, что мы этот сайт будем, если будут иметься средства, уже продвигать как следует. В интернете работу эту будем вести по реабилитации татарского народа, в первую очередь татар, по повышению имени, вот, престижа татар, как цель основная этой книги. Престиж в международном уровне и в России, и в международном, и в тюркском мире, чтобы слово татар уже имело что-то, оттенок соответствующий, чтобы уже, потому что люди, прочитавшие эту книгу, уже знают, кто мы такие, и говорят, помогает, книги ваши помогают работать, и уже, ну, такие письма я получаю от русских тоже, многих мне пишут, что я помню, говорят, что татарское происхождение у меня, я из татар происхожу, оказывается, вон они, какие были наши предки, оказывается, мои. Я сейчас изучаю татарский язык, ну, и подковываюсь по истории, да, вот один написал мне, кроме шуток, нормально, поскольку русские татарским языком владели. В Уфе мои предки жили на Тукаева, и там я еще помню стариков, вот я как раз в этой статье писал, старики, русские старики, старухи, они говорили по-татарски, чисто говорят. Сергей дядя Сережа, вот он чисто говорит, друг моим дяди, вот они там росли, а сейчас наоборот, наши дети, татарские дети забывают свой язык. Почему? Потому что имя татар стало поносным, благодаря вот книгам, фильмам типа Орда, книгам, учебникам науки, вот этой научные знаниям, которые распространяются. Поэтому, а тогда наоборот, видели какие татарчата, какие истории у них, как они там знают о чем, как они за справедливость боролись, каких предки. Это же так пошло. Почему говорят, вот татары завоевывали, вот я отражал в своих книгах, есть информация, это не мои слова, не мои домыслы. Приходят угнетенные, там кто-то что-то сделал по беспределу, например, как говорится, уже широко распространенное такое выражение, уже официально, так сказать, общепринятое. Приходят жаловаться, кому приходили? Приходили к татарам жаловаться. Вот отсюда пошло движение. История о первой войне татар. Прямо венгерский миссионер давно говорит, вот пришли, говорит, там убили, изнасиловали сестру, убили отца, отняли землю, в рабство народ повергли. И этот принц пришел к татарскому хану. И татарский хан решил это дело исправить. Вот, как говорит, первая татарская война, говорит, началась.
Вот, пожалуйста, вот так они, распространившись по Великому Шелковому пути, создав такой, на таких принципах, на справедливых, на человечных государства татары, вот они усиливались. Вот эти вот войны, вот это движение было и названо монголо-татарское нашествие. Были, может, бои, может, столкновения были, вот так все было оболгано. Вот, ну, поэтому насчет языка вот так. Спасибо вам Престижно большое. поднимать, за да. то, что вы работаете. Вот ваши Вам спасибо за то, что вы понимаете. эти слова. Ленин уже стал признавать, что Куликовская битва-то она неправильно сформулирована, на самом деле, да? Вот наш известный поэт Ахмед Сатар, вот он тоже вот хочет несколько слов сказать. Вот. Альхамдулилля, потихонечку все у нас есть. И, кстати, советую не спешить. У нас до ифтара еще почти час. Вот, поэтому татарам такой регламент нам не нужен, да. Hürmetli millətlər, birinci zor rəhmət bu ədibkə, şimdi izgi, şimdi neçə indi острый темы көтәргән өчен. Чөнки ул безнең халкыбызны тиргәү, алдау, безне яучылар дип. Мне хочется сказать, что сегодня действительно необходимо выровнять роль татар и русских в истории нашего государства. Потому что если мы потеряемся для российского руководства, это будет рассыпется Россия совершенно. Нельзя думать о том, что мы когда-нибудь поднимем руку на российскую роль. Потому что сегодня история показывает, что и Арабские Эмираты там везде, получается, как бы воюют между собой. Мы воевать не будем и не хотим. Мы одна дружная семья. Это и Гумилев говорил, и наш сегодняшний гость замечательно пишет свои романы. Потому что мы одной крови, одной душой. И надо только об этом говорить везде и всюду, что мы равно великие государственные нации. Спасибо вам большое. Это был Адиль Бакич Беляев, заслуженный строитель и еще автор книг исторических тоже. Так, ну, движемся дальше. Вот у нас кто-то хочет Рамиль Афенди высказаться, Фахриддинов. Да, тоже вот наш бывший активный участник Межгара, движения Межгара. Так. Вот, конечно, вот были из зала очень интересные вопросы. Не слышу, да? Из зала были очень интересные вопросы о происхождении татар вообще, о нашей государственности древней. Надо все-таки, я думаю, и замечание сделаю господину уважаемому автору. Нашу историю надо взять все-таки с древнего Шумера, понимаете. Это сейчас многими учеными доказано, и подавляющее большинство об этом и не спорят, понимаете. И второй вопрос про китайцев. В 1999 году была информация, но его сейчас и с интернета сняли, нигде нет. Один американский генетик, один из первейших, который расшифровал код ДНК, исследовал происхождение китайцев. Понимаете? Почему? Потому что у вас вообще у многих историков есть ссылки про татар на китайские источники. Вот. И этот генетик, исследуя генофонд более 40 родственных китайцам народа, пришел к выводу, что сами китайцы не являются коренными на территории современного Китая, понимаете? Они оттуда, видны, там появились примерно 15 тысяч лет назад из района Африканского рога. Запомните это. Почему? Потому что вот эти земли китайские, если сейчас взять, например, там вся топонимика, гидронимика тоже тюркская, понимаете? Тюркская.
Вот в чем дело. Вот вы у себя в книге пишете, что Чингисхан завоевал Пекин. Извините, он не завоевал. У него было стремление одно – освобождать Пекин. Почему само слово Пекин, Пижи, Ханбалы – это тюркские слова. Вот в чем дело. И когда последний раз внук Чингисхана, честно говоря, сейчас имени просто не помню, 1200, где-то, нет, после Батыя, да, неважно, да, где-то в конце, во второй половине 13 века, освободил все-таки Пекин от китайцев. И там китайское население восстало против татарской войны, он свои войска вывел из Пекина и создал 10 комендантских полков, укомплектованных русскими. Понимаете? Да. И эти комендантские полки, укомплектованные русскими, вырезали, насиловали все население, успокоили это восставших, понимаете? И по происхождению русские. Все-таки вот, многие говорят, что это как бы, да, может быть, там действительно многие русские, я, например, тоже считаю, что где-то более, может быть, 50%, может даже более, это имеют, которые крещеные татары. Но само слово «русский» надо все-таки трактовать, как его дает наш народный филолог Хайдар Низамиддин. Понимаете? Что такое русский? Слово «русский», я еще когда мы в феврале встречались с вами, говорил, я читал работу Маркса, и он слово «русский» пишет не «русский», а «руський». Понимаете? После «с» мягкий знак был. Вот в чем дело. А до Петра I слово «русский» писался не «русский» даже, а «круський». Понимаете? Это о чем тоже говорит. Крусь, что такое крусь? Это крест. Ки – это одевание. То есть крестоносец, то есть человек, который одел на себя крест. А кого тогда считали такими? И людей несостоявшимися, неудачными, понимаете? И они составляли очень небольшую часть общества, независимо от национальности происхождения. Во время, это не помню, но это после Чингисхана уже, была перепись населения. И вы, наверное, многие не знают, что какое государство было у татар. Население этого государства, Великой Татарии, составляло 120 миллионов человек. А территория была 32,8 миллиона квадратных километров. Представьте себе. Территория современной России 17,4 миллиона. А? Чего хотели? Нет, автор хотел как раз, я по желанию говорю, вот нельзя вот писать, понимаете, когда вот вы ссылаетесь на то, что вот на тех авторов только ссылку давай, который как бы вот, ну, у всех на слуху. Дело в том, что надо побольше работать автором архива Ватикана. В 2010 году Ватикан открыл часть своих архивов. И туда слетелись все выдающиеся историки. Через месяц этот архив закрыли. Понимаете, почему? Потому что там всплыли как раз те факты, которые сейчас скрываются от народа. Мало того, там выдающиеся ученые, комиссия из 30 человек, обратился в Евросоюз, чтобы создать комиссию по переписыванию, по изучению, вернее, по фактическому, по написанию истинной истории Европы и мира. Вот. Вот по поводу слова «русский» я сказал вам, понимаете, надо это придерживать. И то, что вот татаре, про слово «татар» еще хотел бы сказать. Я читал книгу перевода Вилли Мирзаянова, Патрика, да. Паркер. Паркер. Он там называет, что татары первый раз упоминаются в китайских источниках еще в 4-м тысячелетии до нашей эры. Понимаете? Вот то же самое надо учитывать. То есть это не зря так названо. Это действительно, как уважаемый Начо говорит, скорее всего, слово татар это не просто этническое, это образ, это управление. Татар это управленец, понимаете? Создатель государственного управления. Вот в чем дело. Ну, в принципе, вот. Да.
Но только давайте не будем унизительно говорить о других народах, да, все-таки, значит, это самое. Но я хочу еще заметить, что китайцы поют татарские песни, у нас мелодии-то все совпадают, вот на лицо схожесть. Кто у кого научился? Китайцы вот нам признавали, что они как раз переняли у татар пентатоник. Вот. Шамиль, я сами попал. Так, еще кто хотел бы сказать несколько слов, да? Ну давайте, у нас еще есть время. Да. Но прежде всего выступление началось. Выступающего. Исямасыз самасыз Исхак Давлетчин, инженер-физик. Хочу рассказать о великом татарине. Вот его книжка, последняя, которую он дарил на юбилее. Ему исполнилось 75 лет, 17 июня, в Институте океанологии, где Роберт Искандерович Нигматуллин, директор, был международный симпозиум, назывался «Многофазные системы, физика, математика, природа, общество, человек, технологии». Он там эту книгу раздавал каждому докладчику. Симпозиум был 2 дня, 17-18. Книга называется «4 о нашей жизни. Экология, энергетика, экономика, этнос». Но я хотел бы связать рассказ краткий об этом великом татарине, потому что он великий уфимец. А наш сегодня писатель Галер Рашидович, вот он тоже уфимец. И он был, Роберт Искандерович, определенное время президентом Академии наук Республики Башкортостан, а стало быть и членом правительства Республики Башкортостан. Сейчас он с 6-го года директор Института океанологии. Все его там любят, уважают. Кроме того, сначала параллельно закончил он Бауманский университет, а затем еще и Московский университет. И на кафедре волновой газовой динамики был профессор. Потом, когда, так сказать, ушел уже зав кафедры, он стал теперь заведующим кафедрой волновой газовой динамики Московского государственного университета. Это международного такого уровня ученый по механике сплошных сред. Я, вот глядя на вас, могу сказать, что это великий физик, великий математик, великий экономист, великий энергетик, великий этнограф и великий эколог. Вот как здесь написано. А история историей, а сейчас много великих, и не только в науке, и не только в искусстве, в литературе, в поэзии. Вот Ахмед Саттар, поэт наш, выдающийся, выступал. Видите, как красиво он выступил. Вот. Ну вот Махмуд Ахмедович Гариев, если вы заметили, на всех праздниках сидит рядом с нашим Владимиром Владимировичем Путиным. Вот. Поэтому я хотел бы на этом закончить о величии наших представителей. А что касается самого понятия татар и понятия тюрков, я хотел бы сказать, что есть статья Бориса Васильева, 89 год, по-моему, июль, газета «Известия», называется «Любить Россию в непогоду». Там он слово «татар» вообще не употребляет, но однажды там он употребляет, по-моему, в 3 номерах эта статья, вот, она очень примечательная, в связи с чем он употребляет однажды в этой огромной статье слово «татары». Никакого татаро-монгольского ига не было. А пишет он там о тюрках. И, например, он пишет, что Александр Невский, а он сейчас, как вы знаете, канонизирован, в ранг святых возведен, был побратимом хана Сартака, тюрка. А там он пишет, что